Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Лазарь Александра, я ученица 10 класса Червчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова. Тема нашей работы – сравнительный анализ английских, русских и якутских фразеологических единиц с компонентом цвета. Цель – выявить семантические особенности состава значения фразеологизмов на английском, русском и якутском языках. Задача – изучить литературу по теме исследования, составить сплошную выборку английских, русских и якутских фразеологизмов с компонентом цвета, систематизировать их, провести сравнительный анализ фразеологизмов с компонентом цвета. Гипотеза. Если сравнить английский, русский и якутский фразеологизмы с компонентом цвета, можно предположить, что цветовое восприятие в языках совершенно разное. Объект исследования – филологические единицы трех языков. Предмет исследования – структурно-семантические особенности английских, русских и якутских фразеологизмов с цветовым компонентом. Мы классифицировали наши фразеологизмы по методу Виктора Владимировича Виноградова. Во-первых, это предметные. Это единицы с общим значением лица или предмета. Например, white flag, серая мышка, харасордо. Во-вторых, призначные. К ним относятся единицы с общим значением качественной характеристики предмета или состояния лица. Например, рюмка в красная девица, yellow papers. В-третьих, качественно-обстоятельственные. Это выражение с общим значением качественной характеристики действия, используемых в предложении в синтаксической позиции обстоятельства. Например, харасардатан, once in a blue moon, черный день. В-четвертых, процессуальные. Это фразеологические единицы с общим значением действия, имеющие грамматические категории лица, числа и времени. Например, шито белыми нитками, пустить красного петуха, to see red. В ходе исследований также выявили степень проявления экспрессивности. Например, фразеологизмы «красное сердце» и «black dog». Также им свойственна вариативность. Например, «black as hell», «black as my head», Существует также антонимы: серая кость, человек низкого происхождения, и голубая кровь, дворянское происхождение. Перед вами общее количество фразеологизмов. В английском их 109, в русском 34, в якутском 44. На слайде вы видите классифицированные фразеологические единицы в английском языке. В предметном преобладает черный и голубой, в качестве обстоятельств то же самое. В призначных черный, в процессуальных черный и голубой. В русском языке в предметных преобладает белый, в качестве обстоятельственных черный, в призначных красный, в процессуальных белый и зеленый. В якутском языке в предметных преобладает белый и черный, в качественно обстоятельственных то же самое, в призначных черный, в процессуальных тоже черный. Выводы. Не все цвета участвуют в образовании фразеологизмов в английском и русском языках. Преобладают фразеологические единицы с компонентами белый, синий, красный, черный, зеленый, которые занимают важное место в лексико-фразеологической системе языков. Символика цвета очень тесно связана с национальной спецификой и является средством выражения менталитета. В каждом языке фразеологизм с определенным цветом имеет свое значение – положительное, отрицательное и нейтральное. Считаем, что фразеологизм с компонентом цвета разнообразный и выразительный, схожий и различные между собой. Спасибо за внимание. Список литературы.